Все это сегодня в одном месте. ДК Ленина. По коридорам гуляют рыцари, шотландские воины, гоблины. Удалось увидеть даже эльфийскую королеву. Вероника Сафина приехала в таком образе из Нижнекамска. Я пишу книгу, и из-за своей истории я как раз сделала персонажа. Мне интересно, из чего сделаны ушки твои. Резина. В масштабе страны это один из самых ярких фестивалей. Здесь сотни людей всех возрастов. Все они поклонники фэнтези. Отдушина для души. Ну где еще можно посмотреть, пощупать, потрогать, помахать мечом? К тому же есть с кем. Доказательства в зале по соседству. Здесь участники фестиваля соревнуются в фехтовании. Правда, в руках не рапира, а сабля. Борьба за квалификацию. С этой квалификацией вы можете участвовать в других турнирах в городах и подтверждать, что вы боец с каким-то стажем. Герои японского аниме на фестивале впервые дают мастер-класс по косплею. Кажется, умение перевоплощаться в любимых героев у них в крови. Мы не ожидали, что нас так примут и проявят столько внимания. Удивительно, что в России так популярно аниме. А вот что из русского популярно в стране восходящего солнца, мы узнали у гостей. Игры с любимыми героями – вот что привлекает любителей фэнтези больше всего. И здесь, на фестивале, они вызывают невероятный ажиотаж. Только посмотрите, сколько людей сегодня играют в настольные игры. И здесь интересно для себя может найти абсолютно каждый. Например, папа с дочкой и большая шумная компания. За 28 лет Зеландкон обрел всероссийский масштаб. Если на первом фестивале не больше 100 участников, то сегодня почти 1000. В прошлом году, например, был каминный такой маленький уютный фестиваль. Больше размах, меньше размах. Очень интересно, очень нравится всегда. Вам нравится большой размах? Да. Атмосфера фэнтези будет царить в столице еще 2 дня. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань.